Здравствуйте, вы смотрите новости Татарстана. В студии Султан Нугайбеков и переходим к главным событиям дня. Мы начинаем этот выпуск с события, которое навсегда войдет в историю татарстанской медицины. Операция, которую провели врачи ДРКБ, попала в Книгу рекордов России. История удивительного спасения началась 5 лет назад. Тогда в больницу доставили двухмесячного ребенка с аневризмой плечевой артерии. Это редкий диагноз всего. В мировой литературе описано 14 таких случаев. Татарстанские врачи на операцию решились впервые. Уже потом выяснится, они установили российский рекорд. В чем была уникальность операции? С девочкой и ее спасителем пообщалась Алена Струминская. Эту маленькую девочку с яркими бантами зовут Ралина Ахмадуллина. Когда малышке было 2 месяца, врачи ДРКБ провели сложнейшую операцию. Девочка стала самым маленьким пациентом в мире, которому удалили аневризму плечевой артерии. История Ралины недавно вошла в Книгу рекордов России. Вот статья об операции на их официальном сайте. Это единственный рекорд для системы здравоохранения Татарстана и уникальный случай в отечественной и мировой медицине. Ралина – единственный долгожданный ребенок в семье Ахмадуллиных. Сейчас ей 5 лет. Спустя месяц после рождения дочки родители заметили шишку на ее локтевом суставе. Левая рука плохо двигалась, не прощупывался пульс. Врачи поставили диагноз и предупредили, нужно готовиться к операции. Я, наверное, поначалу до конца не сознавала, насколько это рискованно все, да? Осознала это только после, но тогда уже было все хорошо. Мне осталось только порадоваться. О том, насколько это было сложно, семья узнала недавно. Тогда, 5 лет назад, девочки миллиметр за миллиметром сшивали сосуды. О том, что это была первая подобная операция в Татарстане, Лилия тоже не знала. Доверилась лечащему врачу Дмитрию Осипову. Мы не просто так взялись за такую операцию. То есть лично я проходил 3-месячную стажировку в Москве на кафедре микрохирургии. Вот этот опыт, эти знания, они, в общем-то, мне помогли выполнить эту операцию. То есть операцию мы выполняли при максимальном, если я не ошибаюсь, 24-кратном увеличении микроскопа. Использовали нити, которые, в общем-то, тоньше волоса. Спустя 5 лет Дмитрий Осипов с таким же трепетом относится к своей особенной пациентке. С рожденной аневризмой у ребенка он столкнулся впервые. В мировой медицинской литературе описано 14 таких случаев. Страха не было, рассказывает врач. Важно было спасти руку девочки. Она была менее подвижна уже, эта рука. Возник уже отек руки, который был связан с тем, что эта аневризма, она уже сдавливала вены, которые проходили рядом, которые сопутствуют в норме артерий. Она могла резко, внезапно перестать работать. То есть это грозило бы в дальнейшем потерей конечности ребенка. Сейчас Ралина полностью здорова, на руке остался шрам. История семьи Ахмадуллиных навсегда связана с ДРКБ, а Дмитрий Осипов для них теперь больше, чем врач. Я не боюсь врачей, но мне кажется, что все равно мне друг. Настоящий. Алена Струминская, Роман Финин, ТНВ, Казань. На столах у учеников холодный суп и второе. Порции меньше положенных, низкокалорийный рацион и бактерии в готовой еде. За год Роспотребнадзор выявил нарушения в 782 школах у 35 поставщиков и 5 операторов питания. Цифры сегодня озвучили на выездном заседании Комитета Госсовета по образованию. Оно прошло в Департаменте продовольствия и социального питания Казани. Депутаты до заседания ознакомились и с его работой. Именно отсюда готовая еда поступает во все школы столицы и в 10 районов республики. Ежедневно кормят 300 тысяч учеников. Почему школьные столовые оказались в зоне критики, как и заводские, о них Рустам Минниханов высказывался в конце февраля. И кто подает на стол некачественную еду, Вероника Гайнудинова. В 83 проверенных школах были выявлены нарушения. Любовь Авдонина озвучивает итоги проверок школьных столовых Роспотребнадзором. Кишечную палочку в готовых блюдах обнаружили в 15 школах. Это Казань, Набережные Челны, Тукаевский, Альметьевский, Сармановский, Верхнеуслонский, Ютазинский и Рыбнослободский районы. Просрочку выявили в 10 школах 8 районов. Продукты с истекшим сроком годности чаще всего находят в сельских учебных заведениях. Поставщики привозят продукцию редко и в больших объемах, отказываясь осуществлять поставки чаще. Проверяющие выявили 35 недобросовестных поставщиков и 5 операторов питания. Лидером по нарушениям текущего года это оператор питания БК Payment.
В ходе его проверки в 51 школе Нижнекамского района установлено 498 нарушений, которые создают риски возникновения массовых заболеваний детей и сотрудников. У депутатов Госсовета сразу возник вопрос, как можно воздействовать на таких поставщиков, продолжают ли работу с ними. Вот, например, хочется узнать в Нижнекамске 56, что ли, замечаний или 56 точек, вы сказали, что с подрядчиком сделали в итоге и запретили ли подрядчику участвовать в этих, то есть в дальнейшей работе? Мы применяем административные санкции, просто я не стала их выводить на слайд, потому что там колоссальные суммы, штрафные санкции, да. Вот. Более того, мы делаем реестр совместно с комитетом по закупкам, и этот реестр будет, и там будут недобросовестные поставщики, операторы, все. Много вопросов к сотрудникам школьных столовых. Порции меньше положенных, холодные супы и второе, потому что накрывают раньше времени. Низкокалорийный рацион, сотрудники без медицинских книжек. Кроме этого, острый дефицит кадров. Учитывая, что больший состав кухонных работников пищеблоков находится только в штате школ, значительно увеличивается нагрузка на работников пищеблоков. В связи с чем складывается сложная ситуация с обеспеченностью пищеблоков общеобразовательных учреждений кадрами, а именно ощущается недостаточно штатных единиц, что приводит к текучести кадров. Ракаил Зайдулла уточнил, предоставляется ли бесплатное питание для работников пищеблоков. Это могло бы стимулировать сотрудников. Работникам пищеблока, поваров там, и других работников, есть хотя бы возможность бесплатно завтракать, обедать. Мы все знаем, что в некоторых гостиничных комплексах, еще где-то есть формы, когда по льготной цене там люди питаются. Поэтому то, что говорит Ракаил Альфаевич, пожалуйста, возьмите на карандаш. Депутаты предложили усилить родительский контроль питания в школах, привлечь их на пункт приема продуктов и задались вопросом, нужен ли тендер на определение оператора питания. Стоимость еды фиксированная, а зачем тогда проводить конкурс со снижением цены? Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Сегодня в Казани в воздух подняли вертолет Ми-8. В пойме реки Казанка спасателям пришлось тушить возгорание сухой травы. В Татарстане продолжаются большие учения МЧС и других служб по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций в весенне-летний сезон. О масштабе сбора говорят цифры. За 2 дня в них участвует более 400 человек, порядка 80 единиц спецтехники, в том числе вертолет, беспилотники и судно на воздушной подушке. Десятки рыбаков по реки Казанка сегодня утром стали свидетелями масштабных учений. Прямо на их глазах загорелся сухой камыш, и подожгли его сами спасатели. Первыми на место ЧП прибыли лесники. Низовой беглый пожар на площади 1 гектар. Своими силами не справимся, нужна помощь. В их распоряжении небольшие ранцы, которых хватит только на сдерживание огня. Подкрепление уже в пути. К ним присоединяются 3 бригады пожарных. Если пожар происходит вблизи водоема, то воду для его тушения качают прямо из него при помощи специальной помпы. В противном случае каждая такая пожарная машина перевозит 7 тонн воды. В небе появляется вертолет Ми-8. Он контролирует ситуацию с воздуха. При необходимости может забрать воду прямо из Казанки и помочь в тушении огня. 90% причина возникновения лесных пожаров – это антропогенный фактор. То есть с обычного костра, обычного окурка сигареты начинается пожар. В отработке спасательных действий сегодня приняли участие МЧС, Минлесхоза, Минэкология и другие ведомства республики. Задействовано более 200 человек. Главное, по мнению спасателей, вовремя оказаться на месте ЧП. Все уже начинается с какой-то маленькой участка травы или там стерни, поэтому реагируем на термические точки. Есть у нас приложение у каждого главы района, руководитель исполкома, главы сельского поселения, термические точки при возникновении у него на мобильном приложении показывает, где в его районе, прямо даже конкретно координаты показывают. Прошлым летом за нарушение требований пожарной безопасности штрафы увеличили до 20 тысяч рублей. Простой поход с шашлыками может обойтись в копеечку. Иван Сарафанов, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. Обслуживание, вождение, организация маршрутов – все на нуле. На каких перевозчиков жалуются татарстанцы в социальных сетях и о чем просят исполнительную власть, читайте сегодня в интернет-газете «Реальное время».
Сегодня в Казани впервые презентовали российский аналог Google Play, магазина приложений. Он называется «Наш Стор» и должен стать альтернативной площадкой для скачивания. Эту разработку показали на Казани-Экспо, где открылся российский венчурный форум. Столица республики принимает событие в 17-й раз. Сюда съехались 3000 участников. Это так называемые бизнес-ангелы. Частные инвесторы, готовые вкладываться в стартапы на самых ранних стадиях. 51 проект претендует на финансовую поддержку. Наша задача первичная – это замещение всех необходимых социальных функций, предоставление пользователям те продукты, которые были ликвидированы с Google Play. Московские разработчики презентуют российский аналог Google Play. Сервис «Наш Стор» – альтернативная площадка для скачивания приложений на Android. Сейчас в магазине их больше 5000. Это банки, сервисы, игры. Мы стремимся полностью возобновить потерянный функционал, который Google Play ограничил, и планируем превзойти этот функционал. Этот и другие проекты, представленные на площадках форума, осмотрел сегодня Рустам Минниханов и федеральные гости. В Казань приехали исполнительный директор Российской ассоциации венчурного инвестирования Альбина Никонен и старший вице-президент по инновациям фонда Сколково Кирилл Каем. То, что я вижу в камеру, транслируется на экран ноутбука, и при этом мои руки всегда свободны для выполнения любых производственных операций. Эта казанская компания разработала мультиязычную платформу дополненной реальности. Ее применяют для контроля работы промышленного оборудования. Разработка значительно сокращает время ремонта и затрат. Выезд специалиста обойдется, например, на Дальнем Востоке или в Крайнем Севере миллионы рублей. Просто для поездки, для проведения аудита, например. А в нашем случае подразумевается, что вместо эксперта туда поедет просто специалист компании. Вместо 5 человек может быть 1. А эксперт параллельно в это время будет отслеживать за ним в реальном времени через эту цифровую платформу. Венчурный форум собрал больше 3000 участников со всей страны и показывает самые передовые разработки. Из огромного количества проектов, представленных на российском рынке, на форум попало только полсотни лучших. После встреч с экспертами и инвесторами отберут 15 счастливчиков. Именно они получат до 15 миллионов рублей на развитие своих разработок. Казань принимает форум в 17-й раз. Открывая его, Рустам Минниханов и гости отметили, это ключевое событие на отечественном рынке венчурных инвестиций. С 2005 года Казань в разных названиях имеет вот эту платформу, где мы собираемся, организуем выставки, организуем обсуждения. И в этом году вам большое спасибо, что вы здесь вместе с нами. Я желаю каждой компании, которая находится на экспозиции площадки, найти своего инвестора, а каждому инвестору отыскать 2-3 инновационные технологии, которые его привлекают. Спрос на технологии только увеличивается, и, соответственно, вопрос финансирования этих технологий на тех стадиях, когда промышленности еще рано, а денег изобретателю уже не хватает, это острейший вопрос, и я очень рассчитываю, что в течение сегодняшнего дня мы с вами в дискуссиях определим те модели, которые позволят нам дальше развивать российские технологии. Как отметили на форуме, венчурные инвестиции в российские стартапы за минувший год упали до минимума за последние 6 лет. В 2022-м вложено всего 418 миллионов долларов. Годом ранее было 2,5 миллиарда. По словам участников, замещение ниш, оставленных западными фондами, займет до 5 лет. При этом эксперты подчеркивают, интересных разработок много, большинство из сферы IT. И свежего, да, то, что я вижу с точки зрения, наверное, там, привлечения инвестиций и контрактов со стороны корпорации, это EdTech, это финансовые технологии, это в том числе достаточно большое количество промышленных технологий, все, что связано с оптимизацией, автоматизацией бизнес-процессов. Как подчеркнул Рустам Минниханов, в нынешних условиях важно обеспечить технологический прорыв. Такая задача поставлена руководством страны. Доступ к западным технологиям ограничен, но у нас много инициативных людей, которые могут эти вопросы решать. И, конечно же, вот то обсуждение, которое было на панельной части, оно очень важно. Мы должны эти наши мысли и те меры поддержки, которые необходимы, чтобы вся эта система работала,
донести до руководства страны. Как отметили, снижение инвестиций связано не только с уходом западных фондов, но и уменьшением интереса к рискам. По словам участников, этот тренд сохранится и в этом году. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Соседи могут стать еще ближе. Сегодня в Казанском Кремле Рустам Минниханов встретился с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. У регионов обширные торгово-экономические связи. Есть совместные интересы в экономике, экологии, общественной жизни и территориальном развитии. Товарооборот превышает 7 миллиардов рублей. Республика поставляет нефтепродукты, автомобили, химическую продукцию и другое. В свою очередь из Ульяновска ввозят грузовики, легковушки, автобусы, цемент и кровельные материалы. У нас хорошие перспективы наращивания торгово-экономических связей с учетом транспортной доступности, отметил Раис Татарстана. Рустам Минниханов предложил активнее сотрудничать в сфере АПК и туризма, в котором особую роль играет проект «Великий Волжский путь». Губернатор Ульяновской области пригласил делегацию Татарстана с ответной бизнес-миссией. Сегодня Раис Республики Рустам Минниханов встретился с председателем Совета муфтиев России Равилем Гайнутдином. Обсудили вопросы развития исламского образования, укрепления межнационального согласия и другие важные вопросы. В рамках визита в Казань он посетит представительство Болгарской исламской академии и примет участие в заседании Совета учредителей вуза. Спасительный телефонный звонок прозвучал в диспетчерской службе скорой помощи Набережных Челнов. 5-летний мальчик вызвал врачей для своей мамы. У нее начался сильный приступ астмы, ребенок не растерялся и среагировал мгновенно. С маленьким героем встретилась наша съемочная группа. Я сразу схватил, вот сюда запрыгнул и посмотрел. Если скоро есть, я сразу так спрыгнул. Мама сказала: мам, скоро приехала. Теперь 5-летний Александр Сазонов знает, как действовать в экстремальных ситуациях. У мамы мальчика астма и приступы случаются часто. Когда начался кризис, малыш смог вызвать бригаду медиков. Она говорит: плохо мне. Я сразу сказала вот это: мам, скоро, что ли? Она сказала: нет, не надо. Я сразу снова успокоилась и лег в телефоне вязать. А потом сказала: вызывай скорую. Я сразу встал, мамин телефон взял, начал звонить скорой. По словам мамы Надежды Анастасины, если бы не помощь сына в тот вечер, то последствия могли бы быть плачевными. С астмой она борется с 2019 года, поэтому в случае приступа нужно действовать максимально быстро. Счет идет на секунды. Я как бы дворником работаю, перегружаюсь туда-сюда, вот там что-то тяжелое поднимаю, он начинается как бы задыхать, видать, вот я весь день с этими ингаляторами надышусь таблетками, а ближе к вечеру у меня уже как приступ, я не знаю почему, так вот начинается прямо, что задыхаюсь. Смелости и находчивости Александра была удивлена фельдшер с 40-летним стажем Любовь Шугаева. По ее словам, мальчик смог объяснить, где находится их дом, и продиктовать телефон мамы. Мы поехали к маме, оказали помощь. И вот после таких вызовов, конечно, мы всей сменой, всей диспетчерской переживаем, ждем окончания этого вызова, чтобы там все было хорошо. Чтобы все обошлось в критической ситуации, медики советуют взрослым научить детей оказывать первую помощь и знать наизусть телефоны экстренных служб, адрес проживания, а также сообщить причину вызова. Светлана Звонарева, Лилия Гатина, Сергей Вильданов, ТНВ, Набережные Челны. На этом у нас все. Сейчас с прогнозом погоды вас познакомит Аделина Зарифова. Передаю ей слово. Потом на нашем канале трансляция хоккейного матча Акбар сыграет против Адмирала из Владивостока. Болеем за наших. Здравствуйте! В республику спешит пасмурный атмосферный фронт, который принесет новые порции осадков и понижение температуры. Каких еще сюрпризов нам ждать от непредсказуемого марта, узнаем через несколько секунд. По данным сервиса Яндекс.Погода, в Бугульме, Бавлах и Азнакаево в предстоящие сутки облачность сохранится. Днем ожидается дождь, к вечеру возможен снег. Ночью около 1 тепла, днем до 7 градусов со знаком плюс. К вечеру похолодает. Облачно, но тепло в Набережных Челнах, Нижнекамске и Елабуге. Ожидаются осадки в виде дождя и снега разной интенсивности. В ночные часы ожидается около 3 тепла, днем до 8 градусов со знаком плюс. В Агрызе, Менделеевске, Актаныше днем ожидается дождь. К вечеру возможен небольшой снег. До 2 тепла ночью и до плюс 9 днем. К ночи температура понизится. В Арске, Кукмаре и Балтаси также прогнозируются осадки в виде дождя и снега. Ночью до 3 тепла, днем около 6 градусов со знаком плюс. В ночное время температура понизится до 0.
В Болгаре, Доржаном и Буинске в ночные часы ожидается около 3 градусов тепла, днем до +6. Днем ожидается дождь, а к вечеру пойдет снег. В Альметьевске, Чистой и Мамадыше ночью до 3 тепла, днем около 7 градусов выше 0. В субботу прояснится, но температура вновь опустится до минусовой отметки. Банк Аверс оказывает весь спектр банковских услуг для частных лиц и корпоративных клиентов. Для бизнеса банк предлагает услуги по расчетно-кассовому обслуживанию, кредитованию, банковские гарантии и продукты с возможностью эффективно размещать свободные денежные средства. Санчи – сокровище китайской медицины, дает энергию, укрепляет иммунитет, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости. Санчи – источник энергии и долголетия. 20 марта в аптеках Farmland на Санчи скидка 20%. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт sanchi.rf. В Казани ожидается облачная погода. В ночные часы без осадков ожидается около 3 градусов тепла, днем пройдут небольшие дожди, а вечером возможен снег. Температура в дневное время около 5 градусов выше 0, к вечеру понизится. Ветер южный умеренный. К вечеру сменит направление на западный, но усилится. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха повысится до 83%. Магнитное поле Земли спокойное, но неустойчивый характер погоды может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. Берегите свое здоровье. В студии была Аделина Зарифова. До встречи!